Лечано хелхарьяш голза, баланаш гайланаш тер, Махкана делик дулоза, ела лоса новчичуя. Книга очень хорошая, эта книга в основе своей, она в поисках национальной идентичности, да, считается якобы, что она сделана против, там, пытались сказать, что она вот из-за нее сделал там Идрис Абадиев свою книгу, вообще-то не Идрис, а Нурди Кадзоев, да, что против этой книги это было сделано. Но опять же, этот миф мы разоблачили, показали, потому что очень просто. Эта книга напечатана в 2012 году. Вот. В 2012 году она написана. Написана она Умхаевым Хамзатом, если я не ошибаюсь. И здесь факты. Сейчас я хочу обращение. Так, сейчас. Интересный момент. Так, сейчас я зачитаю вам. Мы все обвинения слышали ныне. Дорогая ситуация, Хазбулатова Руслана, Чуи. Вот про него как раз, когда он только умер, после этого начали его обвинения. И буквально 2-3 дня тому назад мне прислали якобы Руслана Хазбулатов, там, предатель, там, Гайрбеков. То есть они говорят, не было никогда ничего хорошего, говорят, с чеченской стороны и вот эти обвинения. Я хочу вам зачитать момент, я надеюсь, вы хорошенько послушаете. Так, образом находящийся у начальника, сами обязаны эту часть сказать ему, встреча с вашим. Обо всем этом пишет Богатырев, говорит, который в той же своей книге, но только чуть выше, писал прямо противоположное. Когда он говорит правду, осетинские националисты и современные чеченские руководители постараются не допустить этого, ибо они это создание ингушской автономии. Кстати, это как раз таки сегодня обсуждают некоторые норнийцы. Ибо они более чем кто-либо не хотят появления между городами Грозный и Владикавказ суверенной Ингушской республики. Они по-прежнему хотят, чтобы Ингушетия оставалась аграрным придатком Чечни и Осетии и растворить в своей среде наш маленький, древний, свободолюбивый народ. То есть вот эти слова, понимаете, да? Древний, маленький, свободолюбивый. Ничего не поменялось с тех пор. Это трактовка, кстати, с книги Бимбулата Богатырева. Несмотря на яростное сопротивление Галазова, Хазбулатова и их друзей в Москве, ингушские парни добились принятия в парламенте России законов о реабилитации репрессированных народов. Вы все это слышали. Все они говорят, что приняли закон репрессированных там против и так далее. Давайте посмотрим, как же было на самом деле. Добились принятия парламентом России закон о реабилитации репрессированных народов, о реабилитации жертв политических репрессий и образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Об этом говорится, везде они говорят. Как это ингушские парни добились, если за принятие этих законов проголосовали все 7 чеченских депутатов и только 2 ингушских парней, Бимбулат Богатырев и Ибрагим Костоев. Если бы Хазбулатов был против, как пишет Богатырев, то такого единодушия, конечно же, не было. Да и как ему быть против, если в принятии этих законов сами чеченцы были заинтересованы не в меньшей степени, чем ингуши и другие депортированные народы. Наоборот, законы эти были приняты таким оперативным образом, именно благодаря тому, что председателем парламента Российской Федерации был именно Руслан Хазбулатов, представитель репрессированного чеченского народа, а президентом России Борис Ельцин, предложивший его на эту должность. Можно вполне себе представить, что было бы с этим законом, если бы президентом России стал Полосков, а руководителем российского парламента был Бабурин. А вот что пишет
А вот что пишет о вкладе чеченских депутатов в принятии закона о реабилитации репрессированных народов Бексолт Сейнарев. Очень цепко и решительно вели борьбу в парламенте России за принятие закона о реабилитации репрессированных народов депутаты Ибрагим Костоев, Султан Джамалдинов, Асламбек Аслаханов, Ахмед Арсланов, Айса Алироев и другие. Ингушский народ никогда не забудет, как достойно и аргументированно народный депутат СССР, член корреспонденции Академии наук Саламбек Хаджиев в марте 1990 года вступил в диалог с президентом СССР М.С. Горбачевым и настоял на создании комиссии по ингушской проблеме. Его позиция, высказанная на этом съезде, имела большой общественно-политический резонанс, весь мир узнал о нашей проблеме, и комиссия не замедлила приехать к нам. Что же касается того, что чеченские руководители постараются не допустить создания Ингушской республики, могу привести два документа, принятых Верховным Советом Чеченской Республики, начисто опровергавшие эти лживые утверждения Богатырева. Первый документ – это Декларация о государственном суверенитете Чечено-Ингушской Республики. В декларации в статье 17, гласящей о Чечено-Ингушская республика, подтверждает справедливое требование ингушского народа о восстановлении национальной государственности. Союзный договор будет подписан Чечено-Ингушской республикой после решения вопроса возврата отторгнутых территорий Ингушетии. Второй. Обращение президента Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, Верховный Совет РСФСР по вопросу восстановления ингушской автономии. Ввиду важности этого документа приведем его полностью. Зачитываем. Вы послушайте, это очень важно. Президиуму Верховного Совета ЧССР, Верховный Совет РСФСР по вопросу восстановления ингушской автономии. На протяжении многих лет ингушский народ ставит вопрос о восстановлении своей автономии. В последнее время по данной проблеме состоялись два съезда ингушского народа, требующие восстановления исторической справедливости. Съездом создан оргкомитет по восстановлению ингушской автономии. В народе зародились и другие массовые движения с теми же политическими требованиями. Настоящее положение сложилось в результате грубого попирания прав народов в стране сталинским тоталитарным режимом, который ингушские и чеченские народы в 1944 году были поголовно депортированы с родных мест. Политическая карта региона полностью перекроена, после чего часть ингушских земель отошла к Северной Осетии. Вопрос о возвращении территории и право поселения на них ингушами предъявлялись со дня восстановления Чечено-Ингушской республики. Однако проблема глушилась репрессированными методами. Так, известные события в Грозном в 1973 года, которые я сегодня рассказывал, происходило именно на этой почве. Многие представители этого народа подверглись тогда за свои справедливые требования уголовному преследованию. Особенно обострилась постановка вопроса в настоящее время, когда геноцид сталинского режима над народами осужден на государственном уровне. Огромная надежда на восстановление своей автономии связывались ингушским народом с декларацией Верховного Совета СССР о признании незаконными и преступными репрессированных актов против народов, подвергавшихся насильственному переселению и обеспечению их прав, которое являлось документом политической реабилитации репрессированных народов. 30 марта 1990 года сессия Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР обратились к Первому съезду народных депутатов РСФСР с просьбой включить вопрос об ингушской автономии в повестку дня своей работы. К сожалению, эта просьба не была удовлетворена. Советом национальности Верховного Совета СССР была создана комиссия по рассмотрению обращений ингушского народа, который на сегодняшний день свою работу закончила.
Одной из болевых точек вопроса является постановление Совета министров СССР 5 марта 1982 года номером 183, которое ограничено пропиской граждан в Северной Осетинской АССР, практически лишающие ингушей возможности поселения на месте прежнего жительства. 23 июля 1990 года Верховный Совет ЧССР обратился к президенту СССР с просьбой об отмене данного постановления.